Итак, сегодня мы говорим о вере одного из самых противоречивых человеков, которые существуют в послании евреям 11 главе. Потому что если мы говорим про одного, другого, третьего, внутри всегда отзываются: да, и аминь, это достойнейшие люди. Но когда мы читаем об этом человеке, этот человек вызывает такие своеобразные и противоречивые чувства. Сегодня мы говорим о женщине, которую звали как? Нет. Вы не читали Евреям 11 главу? Нет, там нет Есфири. Там всего лишь одна женщина описывается. Раав. И там описана ее профессия. Кто помнит, чем она занималась? Блудница, кто-то сказал. Знаете, такое хорошее, древнерусское, непонятное слово. Сегодня про таких женщин говорят проститутка, да, и в некоторых местах говорят, чтобы сгладить вот эту вот, неловкость, потому что ты говоришь проститутка, и тебе самому как-то неловко. Говорят, женщина с пониженной социальной ответственностью. Что ты говоришь? Этот человек дальше пошел, да, но это женщина, о которой написано, кем она была, то есть род ее занятий, где она жила и как ее звали. То есть все очень подробненько. Давайте Евреям 11 глава, если я не ошибаюсь, 31 стих. Верой проститутка Раав, блудница здесь написано, но я специально открыл значение этого слова в греческом языке, там очень четко написано: проститутка, блудница, и там еще какой-то развратница. Так вот, верой проститутка Раав с миром, приняв израильских лазутчиков, не была убита вместе с неверующими. Напомните мне, пожалуйста, где этот человек жил? В Иерихоне. На самом деле, эта история записана, открой нам это место Писания, эта история записана в книге Иисуса Навина 2 главе. И это очень интересная история. Город Иерихон был обречен. Этот город, Бог сказал, что он будет предан мечу, этот город будет предан огню. Единственное, что евреям Бог сказал: заберете оттуда все ценное, а все люди будут уничтожены. Фактически этот город был обречен. И все люди в этом городе были обречены на уничтожение. И здесь история очень интересная. Так вот, история какая? Иисус Навин, перед тем, как разобраться с этим городом Иерихоном, Иисус Навин, да преемник Моисея, он отправляет двух соглядатаев, опять-таки старое слово, двух разведчиков, двух человеков, которые должны были выяснить, что это за город, какие слабые места, как туда проникнуть и вообще какую тактику применить для того, чтобы этот город был уничтожен. Эти два человека приходят. И эти два человека совершенно случайно встречаются с этой женщиной, которую звали Раав. И женщина очень четко смекнула, кто они такие. Она поняла, что это не местные. И она им сказала: ну-ка зайдите-ка ко мне домой. Она привела их к себе домой, и потом она сказала: вы те самые люди, о которых сегодня идет слух, про которых сегодня мы читаем в газетах, что вы часть большого воинства израильского, и именно вам Бог предаст в руки наш город. И я, говорит, понимаю, это женщина, что все мы обречены. Но я сегодня хочу вам сказать, я окажу вам услугу, так как вы уже засветились в этом городе. На ваш след уже напали, да, органы определенные, и за вами по следу идут. Если сегодня вы пообещаете, что я и весь мой дом останутся живы, когда вы будете брать Иерихон, я скрою вас от этих преследователей. И история очень простая. Они договариваются, они говорят, что услуга за услугу. Если ты спасаешь сейчас нас, то когда мы придем сюда для того, чтобы разрушить и уничтожить этот город, мы обещаем тебе, что ты и твоя семья будут спасены. И там единственное, они просили об одном, чтобы она с окошка что сделала? Опустила червленную веревку. Знаете, это очень потрясающая история. Это история женщины, которая не просто описана в Евреям 11 главе. Это история женщины, которая вошла в родословие царя Давида. Она стала прапрабабкой царя Давида. И, соответственно, она же вошла в генеалогию самого Господа Иисуса Христа.
это тот человек, который непосредственно поучаствовал в рождении Давида фактически, ну и, соответственно, отчасти в появлении Иисуса она тоже свою руку приложила. При этом, когда она только соприкоснулась с Божьим народом, когда она только соприкоснулась первый раз с евреями, этот человек был не самого достойного положения, не самого достойного сословия, если можно так сказать. Знаете, интересно, когда мы читаем историю этой женщины, она приводит этих разведчиков и говорит: я понимаю, мой народ, он обречен. Моего народа буквально через несколько дней не станет. И она отдает себе отчет, что единственный способ спастись – это стать частью народа, который завоюет ее. Знаете, когда мы читаем о народах, когда мы читаем о нациях, когда мы читаем там о городах, государствах, государства проходят, города прекращают свое существование. И я больше вам могу сказать, нации некоторые прекращают свое существование. И никто не знает, какие нации будут через 100 лет или через 200 лет, и вообще доживем ли мы до этого. Но есть что-то вечное. И когда мы, например, через призму Нового Завета читаем эту историю, мы понимаем, это же хороший пример того, что Бог сделал с нами. Бог вырвал нас из народа обреченного. Мы же вышли из народа обреченного. Мы все были частью народа, который был обречен без Бога. Можете на это аминь сказать? Мы все были грешниками, неважно, говорили мы по-русски или по-татарски, или, может быть, наши корни уходили далеко там куда-то, в Китай или еще куда-то. Неважно, из какого я народа, Бог сегодня подразделяет землю на 2 народа всего лишь. Один народ – это люди, обреченные без Бога. У них есть религии разные, у них есть обычаи разные. Они держатся друг друга, они держатся своих традиций. Это люди, которые не знают Бога, и Библия их называет народ грешный, или народ языческий, или народ, который обречен не попасть в небеса. А второй тип народа – это народ Божий. И Библия говорит, из всех языков, из всех национальностей Бог сегодня призывает нас, чтобы мы стали частью Его Божьего народа. Знаете, это так классно. Сегодня мы все люди с разными корнями. Мы все люди, которые думают и говорят на разных языках. Здесь это надо отдать должное. Мы все там из разного бэкграунда, из разного прошлого. У каждого есть какие-то корни. Но не эти корни сегодня формируют нас как Божьих людей, а наша причастность к Иисусу Христу. Точно так же, как эта женщина, она понимала, что ей нужно оторваться от своего старого народа и присоединиться к народу еврейскому для того, чтобы быть спасенной. Точно так же сегодня через Иисуса Христа мы отрываемся от каких-то наших вот этих родственных корней для того, чтобы стать Божьим народом. Можешь на это аминь сказать? Это суть нашего спасения, которое мы имеем сегодня. И знаете, когда мы читаем книгу Откровения, там написано так, 6 глава, если не ошибаюсь, написано так, что во времена, когда Иисус соберет все народы, там будут представители разных языков, там будут представители разных национальностей, разных народов, и это будет один Божий народ, который будет одними устами славить Христа, который будет одними устами сегодня поклоняться Христу. В чем уникальность церкви сегодня? Бог нас вывел из обреченных народов, из с обреченной земли. Эта земля без Христа, она обречена на полное уничтожение. И Бог нас вывел оттуда и из нас создал новый народ, который он называет небесным народом. Друзья, слышите? И особенно в последнее время, когда вот это вот происходит непонятка, русские, украинцы, когда происходит непонятка, там таджики, кыргызы, китайцы, пакистанцы, когда у нас вот эта вот вся непонятка происходит между народами, когда мы все выясняем, кто с какой страны, кто с какого народа, не это главное. Не это главное. Главное, спасен ли этот человек и идет ли он на небеса. Не это главное, друзья. Я хочу вам сказать, сегодня, знаете, не открывайте уста свои и не говорите ничего, о, эти хохлы, о, эти русские, о, эти такие, о, эти вот такие. Знаете почему? Потому что однажды Бог, а у него огромное чувство юмора.
Он может что сделать? Он может взять тебя и отправить к этим ребятам, о которых ты говорил. И сказать, а я хочу теперь, чтобы ты пошел и проповедовал Евангелие. А помните Павла, помните Петра? Это все те самые ребята, которые пошли к римлянам. Которые пошли к этим угнетателям, завоевателям. Они пошли и проповедовали римлянам, грекам. Они пошли и проповедовали тем народам, о которых, может быть, о которых у них, может быть, в тот момент было какое-то отторжение до Христа. Они их не принимали, не воспринимали. Друзья, я хочу, чтобы, например, мы как церковь понимали, из разных языков, из разных народов Бог сегодня строит свою церковь. И это большое благословение быть частью Его Божьего народа, независимо от того, на каком языке мы говорим сегодня, независимо от того, на каком языке мы думаем сегодня. Так сложилось, что мы все говорим, во всяком случае, в нашем собрании можем говорить на русском и понимать по-русски. И это большое благословение. Благодаря этому у нас есть люди из разных народов. Из разных. Если мы сейчас будем перечислять, кто из какого народа, здесь вы просто удивитесь, что есть люди с такими корнями, о которых вы даже и не знали. И это благо, это такая маленькая модель того, что будет когда-то твориться на небесах. Поэтому я хочу сразу тебе сказать, по примеру этой женщины, Раав, блудницы, не торопись держаться за какую-то свою нацию. Так рождается неприятное состояние национализма, когда мы, например, держимся за какую-то нацию, думаем, что это лучшая нация на земле. Что это самая умная, самая красивая, самая достойная, самая крутая, самая там еще какая-нибудь нация. Не держись за свою земную нацию, держись сегодня за тот Божий народ, в который Бог тебя призвал. Потому что, когда мы держимся за вот эти вот наши национальные корни, это всегда будет рождать превозношение над другими народами. И это тянет всегда в церковь национализм. Это одно из крайних проявлений гордого духа. Это одно из крайних проявлений надмения человеческого, когда одна нация может надмеваться над другой, когда одна нация чувствует себя недостойной перед другой. Это не должно сегодня царствовать в Доме Божьем, в теле Христа. Можешь на это аминь сказать? Потряси своего соседа, скажи, я тебя очень люблю. Независимо от того, из какого народа ты пришел. Потому что мы все один народ, друзья, мы небесные люди. Мы небесные люди. И знаете, ничего страшного. Есть церкви, например, которые говорят на одном языке, которые говорят на другом языке. Если у нас, например, к примеру, все еще есть русскоязычные, welcome. Добро пожаловать, неважно из какой нации этот человек, если он может понимать то, что здесь происходит, мы говорим welcome. Если нет, например, этот человек кыргызоязычный, это тоже welcome, но утром сюда, пожалуйста, приходите. Мы всегда только рады, если какие-то другие церкви, которые говорят на других языках, они наполняются представителями того народа или той диаспоры, которая существует. Если есть какие-то пакистанские церкви или индусские церкви в нашем городе, да благословит Бог этих людей, которые сегодня служат этой диаспоре. Аминь? Аминь. Итак, выяснили, этот человек, чтобы стать частью Божьего народа, она оторвалась от своих старых корней. Еще что самое интересное, этот человек, если мы возьмем чисто по-человечески, этот человек вообще не был достоин того, чтобы стать частью Божьего народа. Потому что образ ее жизни и вообще ее профессия, они как бы диссонируют вот с общением с Богом, святой Божий народ. Вот вся ее сущность, ее образ жизни, он диссонирует. И знаете, что самое интересное? Мы все, когда мы приходим ко Христу, мы все так или иначе в каком-то грехе находились. И кто-то считает, так как я не был проституткой, я в принципе более достойный человек. Кто-то считает, что я слишком много пакости сделал, я такой недостойный человек. Вот все эти истории, когда Бог находит там Авраама, который был из идолопоклоннического мира вырван, когда Бог находит, например, Исаака и Иакова, которые в христианской семье родились, они вообще не знали, что такое грех, что значит там кальян покурить или жене изменять, они вообще этого не знали ничего. И тут же на этом же уровне эта женщина описывается, Раав, блудница. Знаете, когда мы приходим к Богу, вот все, что было до Христа,
кровь Христа смывает с нашей жизни, и наша жизнь полностью обнуляется. Друзья, это должно нас радовать. Неважно, какой у меня бэкграунд, неважно, откуда я вышел, неважно, кем я был раньше. Неважно, что я делал раньше, как я грешил или как я приступал закон. Сегодня, благодаря крови Иисуса Христа, я стал достойным. И не мое прошлое, оно сегодня формирует мое будущее. Не мое прошлое, оно сегодня влияет на мою самооценку, а только понимание того, кем Иисус Христос через свой Голгофский крест сделал меня в Царстве Божьем. Поэтому я хочу, чтобы ты, глядя на эту женщину, и ты понимаешь, что, например, у тебя не было такого образа жизни, ты не занимался такой профессией совсем уж мерзкой, как эта женщина, это должно тебя радовать. Если та женщина с минус 80-го левела начала и попала на страницы Писания, и в эту картинную галерею героев веры попала, то уж я-то тем более достоин. Эти вещи всегда нас должны радовать и вдохновлять, дорогие друзья. Знаете, когда я читал про эту женщину, когда я читал историю этой женщины, Раав блудницы, мне пришли на ум как минимум две истории из Нового Завета. Вот когда вы размышляете об учениках Иисуса Христа, кто вам приходит в голову из женщин, в голову, когда вы думаете вот об обращении из... Не успел я договорить. Мария Магдалина, да, про нее причем тоже написано, во-первых, что из нее Иисус изгнал 7 бесов, если я не ошибаюсь, и про нее написано, что она тоже такая была себе, тетенька. Декольте, наверное, тоже вот такое носила. Знаете, друзья, когда мы вообще говорим о Церкви Божией, когда мы говорим об учениках Иисуса Христа, мы же читаем только о 12 иногда учениках и думаем, что у Иисуса не было больше никаких учеников. На самом деле, Библия говорит, что когда вот эти 12 разбежались, у Иисуса осталась каста людей. Можно так сказать? Каста. Каста людей, непоколебимых в вере. Людей, которые не пошатнулись в вере. Даже когда Петр отрекся от Христа, была каста людей, которая не отказалась от Христа ни при каких гонениях и ни при каких страхах. Кто это был? Марина Магдалина, да? Марина Магдалина. Мария и еще какие-то женщины, которые, невзирая ни на что, пошли и притащили какие-то там помазание для того, чтобы труп Иисуса Христа смазать. Это такой бальзам какой-то, я не знаю, что они делали в то время. Они, невзирая ни на какие гонения, пришли к этой могиле, и они были первые свидетели воскрешения Господа Иисуса Христа. Кто? Женщины. Друзья, сегодня у нас вообще женская тема. Я хочу вам сказать больше. Любая церковь среднестатистически состоит на 75% из женщин. Если в церкви, например, 50 на 50 мужчин и женщин, то знаете, что это говорит? О том, что эта церковь основана на репцентре. Значит, у них там где-то есть репцентра, где вот эти мужчины, они спасаются. А в обычной среднестатистической церкви 75% это женщины. Так мужчины устроены, что многие из них Христа принимают только на смертном одре. И только вот перед самой смертью, в последние часы своей жизни, они готовы смириться пред Христом. А так в основном все мужики, они пытаются всему этому миру доказать, что я сам могу. И мне Христос не нужен. Я сам с усами, у меня своя религия, у меня свои взгляды. Это люди, которые до конца борются с Христом. И поэтому благословение, если молодые люди, сегодня у нас, слава Богу, достаточно молодых людей, приходите ко Христу. Если рядом с тобой сидит парень какой-нибудь, потряси его, скажи, слава Богу, красавчик, ты здесь с нами. Слава Богу, красавчик, ты здесь с нами. Друзья, это благословение. Это благословение, когда мужчины спасаются. Но, хочу вам сказать, женщина – это такая важная часть церкви, во многих местах пренебрегаемая. Женщина да молчит. Кто ты такая вообще? Вот там ты. На женщинах сегодня созидается Царство Божие.
И не зря вот во всей этой когорте великих мужей Божьих веры записана именно эта женщина со странным прошлым, со странной профессией. Но это тот самый человек, о котором написано, что она была героем веры. И она получила такую привилегию оказаться в списке, в одном списке с Ноем, в одном списке с Авелем, в одном списке с Енохом, с Авраамом и со всеми этими мужами веры, про которых мы читаем в 11 главе послания евреям. Итак, женщины, на вас у Бога есть большущая надежда, которую Он возлагает. 75% в – это женщины, и на вас Бог возлагает свои надежды. И знаете, здесь написано, когда мы читаем историю в Иисуса Навина 2 главе про Раав блудницу, она, знаете, чем она отличалась от всех мужчин? Она сказала: не просто меня спаси. Она сказала еще папу, маму, племянников, племянниц, дядек, теток. Она всех начала перечислять. Это женщина, это ее сердце такое. Поэтому первые приходят женщины, а потом уже подтягивается вся остальная вот эта банда из семьи. Кто-то раньше, кто-то позже. Женщины – это люди, на которых Бог ставит ставки чаще всего в ваших семьях. Поэтому, если у вас есть неверующие мужья, неверующие сыновья, неверующие родители, ваша ответственность продолжать молиться, как Раав блудница. Или, она не молилась, она просто просила у евреев. Но мы можем сегодня молиться и говорить во имя Иисуса Христа: я и весь мой дом. Мы будем служить Богу. Я и мои дети, мы пойдем за Христом. Потому что 16:31 Деяния написано: если буду веровать я, единственная в семье, то спасусь я и весь мой дом. Друзья, такая благодать. Знаете, такая благодать сегодня. Быть тем человеком, которым ты есть сегодня. Не жалей, если ты женщина, не жалей, что почему я не мужчина родилась. Если ты мужчина, тем более не жалей уже. Потому что сегодня полмира жалеет о том, что я мужчина или женщина, и появляется вот это вот непонятное оно. Нет, Бог тебя создал, кем Он тебя видел, еще в чреве матери. И Он хочет через тебя благословить огромное количество людей. Давайте посмотрим на библейских женщин, еще? У нас есть 2 места Писания, прекрасных, я считаю. Одно из них – это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это история вообще, тоже странненькой женщины. Она начинала тоже странненько, потому что она со Христом играла в игру. А ты попробуй угадай, кто это такая. Помните, эту историю? Женщина, Иисус пришел у колодца воды напиться, а женщина там черпала воду. И она такая: что, пришел попить? Да тебе даже зачерпнуть нечем. Он говорит: тетка, если бы ты знала, кто я, и какой водой я обладаю, что есть у меня, то ты бы бегала за мной и просила: напои меня, напои меня. Ты бы пришла в себя. И она такая, знаете, заинтриговалась, говорит: слушай, мне интересно. Мне интересна твоя темка, вечная жизнь, вечная вода, дай мне напиться. И Иисус выдвигает ей условие. Помните, какое условие? Он говорит: если хочешь, чтобы я тебя водой напоил, что нужно сделать? Мужика веди своего. Там ласково, мужа своего приведи. Тут тетенька такая, знаете, заднюю. Говорит: нет у меня мужика. Иисус говорит: да, знаю. Было у тебя 5 мужей до сегодня. 5, я не ошибаюсь. Было у тебя 5 мужей. И тот мужик, с которым ты живешь, в смысле не муж тебе? Мы же с ним живем, гражданский брак. У нас все так в городе живут. Иисус говорит: в ЗАГСе в Октябрьском не было, значит, нищетово. Первомайский, ладно, тоже сойдет. Городской сойдет. Вот только после того, как тебя благословили на уровне государства, и если ты часть церкви, тебя благословили в церкви, после этого твой брак считается счетовым перед Богом. А все остальное это не счетово, друзья. Все остальное это Иисус просто и четко сказал: тот дяденька, с которым ты живешь, просто сожитель. Вы блудите. В принципе, ты как Раав начинаешь. С той же самой позиции. Та проститутка, ты, в принципе, такая себе. Тетенька приходит в себя. Она бежит: господин,
сказала женщина, я вижу, что ты пророк. Ох, как это ее коснулось. Она поняла, что с Иисусом в эти игры не надо играть. Она поняла, кто перед ней стоит. И она говорит, я вижу, что ты пророк, объясни мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе. Она стала задавать ему очень важные вопросы, связанные с поклонением Богу. Она стала говорить о вечных вещах. Она стала говорить о вещах, которые были связаны с вечным царством. И вот смотрите, что происходит. Иоанна 4 глава, 39 стих. Библия говорит здесь, многие самаряне, жители этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала, он рассказал мне все, что я сделала. И у нас там еще один есть стих. Вот смотрите, интересно, эта женщина пообщалась с Иисусом. Она поняла, что это не просто человек, это небесный посланник. Он коснулся ее сердца. Он коснулся ее таким образом, что она решила не просто изменить свою жизнь. Она начала хотеть делиться Иисусом с другими людьми. И из этого человека фактически родился один из первых евангелистов. Евангелисты – это люди, чья жизнь изменена Богом, чья жизнь потрясена Богом, и они идут в этот мир и говорят, Бог есть, и Он тебя любит, и Он хочет тебя спасти, так же, как Он спас меня. Евангелисты – это люди, в чьей жизни произошел гигантский переворот. Это знаете, вот когда я стал вот евангелистом Божьим, я ходил к своим друзьям и говорил, раньше я был вот такой скотиной, я делал вот это, вон то, третье, десятое, курил, пил, матерился. Теперь Бог меня от этого всего освободил. Не я сам, потому что я много раз пытался измениться, но я не мог. Но когда я встретился с Иисусом, Он изменил меня. Вот кто такие евангелисты. Это люди, чья жизнь изменена Богом, потом они идут и в своем селе, в своем городе проповедуют людям. И люди, слушая, что с ними случилось, говорят, вау, если такую скотину, как ты, Бог смог изменить. А про меня так и говорили. На меня некоторые смотрели, говорили, Бог есть вообще, братан. И у людей шок был, потому что самое крутое Евангелие, это когда ты говоришь о том, что Бог сделал для тебя. И вот здесь интересно, принцип Евангелия записан. Когда мы проповедуем людям Евангелие, когда мы говорим им о себе, они сначала приходят, потому что Денис изменился. Потому что Денис для них свидетельство. А дальше происходит второй этап какого-то переосознания в жизнях этих людей. Библия говорит, самаряне пришли к нему и стали упрашивать его остаться с ними. Иисус провел там 2 дня. И еще больше людей уверовали в него из-за его слов. И дальше. Они говорили женщине, первой женщине, которая привела их ко Христу, они говорили, мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира. Знаете, самые лучшие евангелисты это кто? Это не те люди, которые к себе привязывают новообращенных, а которые приводят их к Иисусу. И которые помогают этим людям встретиться с Иисусом. Для этого сегодня существует церковь. Для этого сегодня мы с тобой существуем. Для этого нам сегодня надо двигаться по вере. Для этого нам сегодня надо видеть, как Бог делает чудеса, чтобы ты приходил к другим людям и говорил, вот, видишь, аллилуйя, Бог есть, чудо, чудо. Поэтому пойдем. И сначала он верит в твое чудо, потом он соприкасается с Богом, и потом он уже не по твоим словам верит, а потому что сам Бог касается этого человека. Аминь. Что мы еще можем посмотреть из Нового Завета о женщинах? У нас еще одно место Писания есть. Это история женщины, которая во время обеда, который происходил у фарисеев, она пришла, не постеснялась, там было чисто мужское собрание, религиозные вожди, но эта женщина не постеснялась и пришла в этот дом. Давайте прочтем с 37 стиха. В это время одна женщина из этого города, которая была известна как грешница, опять. О, Господь, если ты призываешь всяких разных, то тем более через меня ты можешь делать что-то доброе. Она была известна как грешница. Узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, принесла туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Иисуса и, плача, обливала его ноги слезами. Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их и натирала ароматическим маслом. Когда фарисей
пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал, ага, если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал, что за женщина, которая к нему прикасается, а что эта женщина, которая к нему прикасается, грешница. Тогда Иисус сказал ему: Симон, хочу тебе кое-что сказать. Говори, учитель, ответил тот. 2 человека были должны одному и тому же взаимодавцу, начал Иисус. Один должен был 500 динариев, но это как вот 500 тысяч сегодня сомов, а другой должен был всего лишь 50 тысяч сомов. И тому и другому было нечем вернуть долг. И кредитор простил долг им обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его? Симон ответил: ну, я думаю, тот, кому был прощен больший долг. Ты правильно рассудил, сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: ты видишь эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги. А она омыла мои ноги слезами и вытерла своими волосами. Ты даже не поцеловал меня при встрече. А эта женщина с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать мне ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она драгоценным ароматическим маслом помазала мне ноги. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи. И из-за этого она и возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено, и любит мало. Потом Иисус сказал женщине: твои грехи прощены. Но другие гости, возлежащие за столом, начали переговариваться, кто он такой, что даже грехи прощает. Иисус же сказал женщине: твоя вера спасла тебя, иди с миром. Что здесь называется верой? А мое отношение к Иисусу. Знаете, когда я прихожу сюда на собрание, на самом деле я прихожу сюда для того, чтобы поклоняться своему царю. Для того, чтобы снова и снова целовать его в щеки, для того, чтобы обнимать его сердце, для того, чтобы снова и снова переживать его присутствие, для того, чтобы снова и снова говорить ему о том, как он мне дорог и как я люблю его. Я прихожу не ради вас, дорогие друзья, хочу вас расстроить. Это вторично. На самом деле это мое служение, например, любить людей, которые приходят в нашу церковь. Но не это главное. Если я не люблю Творца, который этих людей создал, если я не имею отношения с этим Творцом, то все это пусто, это все туфта в глазах Бога. Если у меня сегодня нет встреч с моим Иисусом, если я не провожу времени перед Ним, если я не поливаю своими слезами Его ноги, если сегодня снова и снова не лежу пред Его ногами или не сижу пред Его ногами, то все, что я делаю, даже самый большой труд какой-то в Царстве Божьем, это все пшик, это ничего не имеет ценного в глазах Иисуса Христа. Вера этой женщины не в том, что она что-то сделала и перевернула какой-то город для Христа, а в том, как она вела себя по отношению ко Христу. Поэтому, друзья, знаете, мы многие недооцениваем время, которое мы проводим, поклоняясь Богу. Мы многие недооцениваем время, которое у нас есть, когда мы можем молиться, когда мы можем слышать Слово Божие. Мы внутри своего сердца думаем: ой, главное что-то делать для Бога. Нет. Главное то отношение, которое ты имеешь сегодня к этому Богу. И как ты сегодня проявляешь свою любовь Ему. Когда я даю, к примеру, деньги, я показываю свою любовь. Когда я здесь поклоняюсь, я плачу или я радуюсь, я поднимаю руки, я танцую перед Ним, я показываю Ему свою любовь. Когда я люблю людей вокруг себя, даже иногда через силу. Друзья, я честно признаюсь, я иногда через силу люблю людей. Иногда я с большой пробуксовкой люблю этих людей. Иногда я даже что-нибудь скажу, потом понимаю: это же неправильно. И приходится каяться, потому что это не любовь к людям. Иногда ты делаешь над собой в чем-то усилия, потому что ты любишь своего Бога. Ты не материшься, не потому что это стрёмно: о, Стас узнает, потом засмеет, скажет: ага, я лучше Пересветова слушать буду, чем тебя, потому что у тебя нечистые уста. Я не из-за этого не матерюсь, потому что я люблю Бога своего. Я жене своей не изменяю не потому, что я там, знаю, там будет такая страшная, сумасшедшая вообще волна из-за этого. Нет, потому что я люблю Бога, потому что моему Богу это противно, потому что мой Бог к этому отрицательно относится. Есть куча вещей разных в нашей жизни, которые мы должны делать из любви к Богу, потому что Ему что-то нравится или наоборот что-то не нравится. Друзья, это и есть вера этой женщины, которую звали Раав блудница. И пусть внутри каждого из нас только умножается с каждым годом любовь к самому Богу.